Всем привет. Да, всех приветствую. Через пару минут стартанем. Тогда небольшой интродакшн для Дмитрия, как для нового участника. Мы занимаемся разработкой сабграфов, и, соответственно, на данном воркшопе продолжим устанавливать наше обеспечение необходимое, в частности, сабграф студию, граф клиент, который уже установили. И, соответственно, продолжим создание и деплой нашего сабграфа. Вот. Что такое сабграфы и зачем они нужны? Если очень кратко, то в нашей экосистеме блокчейна существует такой сервис, альтернативный клиент серверной архитектуре, который осуществляет поставку данных от одного программного продукта к другому. И, как правило, в данный момент мы работаем с блокчейном, из которого поставляются данные веб-приложению. Веб-приложение имеет такую специфику, что оно работает в Web3. Это интернет будущего на блокчейне, децентрализованный, где клиент-серверная архитектура заменена архитектурой на блокчейне. И, соответственно, сабграф – это API-шка, которая получает данные из блокчейна. То есть граф-нода забирает данные из блокчейна, поставляет ее нашему сабграфу. Вот он находится здесь, где queries на данной диаграмме. И, соответственно, эти данные дальше поставляются децентрализованному приложению. То есть, если, очень упрощенно, если какая-то нода отключается, выходит из строя, то ее не нужно фиксить, просто другая нода подключается в блокчейне и продолжает вот эту поставку и индексацию данных. Вот. Там найти MetaMask. Так, вот он. И просто установить его. Здесь у меня уже установлено, поэтому здесь кнопка «Удалить» из Chrome. Если же он еще не установлен, тогда его можно просто установить как расширение и следом уже зайти в него. Вот, тут нажать кнопку расширения, выбрать MetaMask. Вот он открывается в виде вкладки. Вот. И здесь отображаются уже балансы для конкретной сети. Вот это сейчас выбрана сеть Arbitrum One. Вот здесь отображается сумма в эфире и долларах. Можно также выбрать какую-нибудь там другую сеть, главную сеть эфира, например, или BNB Chain, например. Вот. Он еще спрашивает, что, точнее, говорит, что вы переключились на сеть BNB, вот, и отображает еще информацию про эту сеть. Так, и вот еще сеть такая Oasis. С Oasis это мы тоже работаем, и у них есть криптовалюта, которая называется Rose. Вот, 1 Rose это 9 центов. Вот. И также внизу еще показаны тестовые сети. Тестовые сети нам будут нужны для разработки. Вот, в них
может быть какая-нибудь сумма, но она, то есть она может быть какой-то угодно, и она не связана с реальными блокчейнами. Вот. Ну, и также еще может быть такое же решение, в принципе, может быть и в Firefox. Расширение, вот, и здесь тоже MetaMask. Вот. Так, по MetaMask вроде все. Так. Ну, и MetaMask нам нужен для работы в Graph студии. Если мы зайдем на сайт sgraph.com и зайдем в студию, то нам потребуется привязать наш кошелек. Вот, здесь он уже привязан и отображается его ID-шник. Вот он. И здесь отображается также различная информация, это какие сабграфы уже привязаны к этому кошельку. Вот здесь уже есть 3 сабграфа. И здесь можно еще залить какие-нибудь средства на этот сабграф из кошелька, застейкать. Можно стать еще куратором, и можно что-нибудь делегировать. В принципе, тут уже заделегировано 1.76 GRT. Вот. То есть Graph Studio – это просто графическая оболочка, которая отображает, как функционирует экосистема The Graph, какие там есть элементы, компоненты, и, соответственно, нам нужен компонент SubGraphs. То есть мы именно его разрабатываем, и сейчас Никита покажет, как его инициализировать, аутентифицировать, и дальше уже, что мы еще не делали, деплоить, паблишить. То есть деплоить – это разворачивать непосредственно на блокчейне, затем паблишинг – это делать его видным всем участникам Web3, всем, кто пользуется блокчейном. И дальше уже непосредственно его можно конфигурировать, залазить в него, в исходники, переписывать код, менять параметры. И, соответственно, можно отслеживать, как он работает, какие он данные забирает из блокчейна, куда поставляет. То есть мы этого еще не делали. Вот на этом воркшопе планируем какое-то вводное представление об этом дать. И потом будем уже переходить к более серьезным вещам. Вот, тогда давайте, Никита, наверное, то есть вы сейчас, Никита, показывает сабграфы, которые непосредственно он создал. Вот наш сабграф в ходе воркшопа, который мы создавали, это, по-моему, MayGraph, либо Eastergraph. Ну, в принципе, это мы уже создали, в принципе, довольно уже много их. Они здесь на разных этапах. Вот, например, в MayGraph, например, здесь написано Arbitrum One, это есть бэчелор. Это значит, что он уже запаблишен в сеть Arbitrum One. А некоторые сабграфы еще физических языков, то есть здесь batch draft. Вот так. И мы вот возьмем какой-нибудь из них, какой-нибудь там, так. Например, возьмем April сабграф. Он только еще создан. Ну, мы инициализировали его. Здесь создался проект.
создались папки для сабграфа. Следующим этапом будет аутентификация и деплой сабграфа. Так. То есть именно движок ZGraph, он создал все исходники, которые и они хранятся на локальной машине, откуда будут потом деплоиться в блокчейн. И мы их можем конфигурировать на локальной машине и передеплоить. То есть в прошлый раз мы остановились на том, что мы инициализировали и аутентифицировали SubGraph на локальной машине. Я не помню точно, на какой команде мы закончили, но сейчас уже можно переходить к деплою, я так понимаю. Так, нет, сначала мы еще проведем аутентификацию. Так, это вот сделано уже. Так, теперь можно перейти на папку с этим сабграфом и затем сделать билд. А можно еще раз какую папку перейти? Что еще раз? В папку first, которая... в папку, получается, нам надо перейти в папку сабграфа, которую создали, да? Да, вот здесь вот сабграфы, и мы переходим в папку April subgraph и с помощью команды cd. И после этого уже мы делаем билд. Всем привет, я тут думал, что позже. Наоборот, раньше остановлюсь, но только сейчас. Да, здравствуйте, Антон, приветствуем. У нас... Да, здравствуйте. У нас новый участник воркшопа, Дмитрий, поэтому мы сейчас, предыдущие минут 20 мы демонстрировали то, что делали на прошлом воркшопе, то есть инициализацию, SubGraph аутентификацию, его создание автоматическое на локальной машине. Вот, то есть мы пока ничего нового не делали. И вот сейчас Никита, получается, билдит его только на локальной машине, поэтому вы ничего не пропустили пока еще. Да, сделал билд, и после билда можно уже задеплоить его. Так, можем еще посмотреть, что там изменилось. Да, конечно, давайте посмотрим. А как Артем планирует приступать к участию или пока еще настраивается, изучает, присматривает? Пока что в любом случае проходит тесты, потому что он еще не все изучил. То есть мы с ним дошли, я там скидывал в группу, там некоторые проблемы возникли, когда мы ставили просто, чтобы он успел. Но он просто еще пока что просто физически не успел пройти весь материал, чтобы хотя бы понимать, о чем идет речь. Смотрите, если ему нужны какие-то индивидуальные вопросы, пусть он мне тоже пишет в таком же формате, как и мы с вами работаем. В принципе, будем что-то подсказывать. Мне, Никите или Евгению, пускай пишет в личку, там, если есть какие-то вопросы, мы тоже, я думаю, время найдем, как минимум вечером будем отвечать. Хорошо, я ему передам. Отлично. Так, пока что April SubGraph в виде драфта. Сейчас мы сделаем билд. Так, билд мы уже сделали, и сейчас мы сделаем деплой. Посмотрим, что там изменится. Так, деплой мы на прошлом не делали в воркшопе, да, Никита, насколько я помню? Да, еще не делаем. Все, то есть сейчас мы уже деплоим его в блокчейн. То есть наш вот этот SubGraph, смотрите, сейчас клиент просит у нас ввести версию.
Ребята, скажите, пожалуйста, вы видите вот это то, что Никита сейчас показывает? Which version label to use? То есть команда graph deploy у вас корректно проходит? Так, мне надо еще сначала билд пройти, потому что... Ага, хорошо, тогда, Никита, предлагаю подождать Антона и сделать вместе эту команду. Окей. Так, ну вот эта вот версия, она будет тоже отображаться, к примеру, в моей графе, вот она, V001. Да. С билда, получается, идет деплой, правильно? Да. Так, мы после авторизации... Зачем нам вообще открывать SubGraph? Ну, который CD, SubGraph. Ну, чтобы войти именно в папки, потому что именно из папки проекта уже выполняются все вот эти вот команды. Билд уже из папки проекта, окей, я понял. Да. Сейчас тогда пару сек. Все good, окей. Так, закончено. Так, вы сейчас остановились на этапе после билда или после деплоя? После билда, После билда. Сейчас я уже здесь. запустил команду deploy и ввел версию V001. Ну, то, что он предлагает, можно еще ввести. Так, теперь версия и запускаем deploy. То есть, смотрите, вот здесь по логам вы можете даже архитектуру блокчейна изучать. То есть, именно сначала идет загрузка сабграфа на блокчейн по протоколам IPFS. Что это за протокол? Децентрализованный протокол взаимодействия Web3, который осуществляет передачу файлов через ноды. То есть не клиент-серверный протокол по типу HTTP и HTTPS, а децентрализованный протокол, специально разработанный и использующийся практически на каждом движке Web3. То есть здесь даже вся архитектура спроектирована таким образом, что все взаимодействие идет децентрализованно. То есть даже на... Да-да. У меня вот просто тогда вопрос, типа, как он передает информацию в плане HTTPS, например, типа, как линия, там, ну, типа, условно канал говоря, да, просто по каналу. Здесь, типа, как капля в море, у меня такое странная, может, формулировка, то есть, как бы, нет, все стороны одновременно или просто так же по одному разу в каждую точку там? Нет, идет пинг в сеть, именно, под сетью понимается блокчейн. Отзываются рабочие ноды, которые допущены к консенсусу. И через все эти ноды создаются каналы на каждую, и передается одна и та же информация. То есть, соответственно, если где-то что-то глючит, заблокировано, переблокировано, оно в конечной точке на клиентском устройстве все соединяется и... Очень, грубо говоря, то, что первым дошло, то и пришло и отображается. То есть, соответственно, если какую-то точку доступа перекрыть, то просто отобразится информация, пришедшая по совсем другому каналу. Децентрализованный одноранговый протокол такой получается. Вот. И мы видим, что... да, вот это endpoints называется. То есть выбирается endpoint, и, соответственно, мы видим, что запрос наш осуществлен, как говорится, accomplished, и Никита, насколько я вижу, деплой у нас уже осуществился. Да, осуществился. Сейчас можем посмотреть, что изменилось в нашем April SubGraph. Так, обновим эту страничку.
Екатерина, вопрос к вам тогда. У вас все в порядке? Как у вас деплой? Проходит, не проходит? Тоже говорите, если есть какие-то проблемы. Я прошел деплой, и версия вот на сайте обновилась. Ну, вот показалось V001. Отлично. Антон, как у вас дела? Все нормально? Логи хорошие? Ну, все деплой, все окей, вроде как все живо. Супер. А Никита, у ребят все без происшествий, как говорится. Окей, На да. удивление. Вот. Здесь появился бэджик deployed, то есть он уже задеплоен, и сейчас его можно будет публиковать. Но не запаблишен еще. Да, теперь можно зайти в этот subgraph. Вот его версия здесь. Тут всякая отгружается информация, его статус тоже. Давайте пройдемся по этой информации. И там еще с версией прикольно то, что можно деплоить различные версии сабграфа, в смысле, ну, по-разному его сконфигурировать, задеплоить разные версии. Вам Никита еще это продемонстрирует. И можно будет выбирать вообще, какую версию сабграфа использовать именно у нас на блокчейне. То есть даже такая штука возможна. Ну, это на самом деле очень элегантное архитектурное решение. То есть пока, может, не совсем понятно, в чем суть. Но сейчас давайте, Никита, тогда пройдемся вот по этим параметрам всем. Да. Ну, в общем, это первый параметр, это статус. То есть здесь мы видим, что это subgraph уже задеплоен. Здесь мы видим ту сеть, которую subgraph индексирует. Это Ethereum. Ну, здесь это Slack, это такое как бы укороченное название его, с которым можно работать. Вот, его можно тут скопировать. Здесь ключ, деплоя, его тоже можно скопировать. И здесь количество сущностей. То есть мы индексируем какой-то блокчейн. Вот оно, кстати, уже изменилось, потому что блокчейн, он не стоит на месте, и что-то там уже было добавлено, видимо, какой-то новый лог с транзакциями, и поэтому вот количество изменилось уже, 810, теперь 711. Вот. Дальше тут еще есть Synced. Тут здесь вот. Да, Synced — это очень важный атрибут, и именно индикатор бегущей строки 100%. Это значит, что subgraph синхронизировался с сетью. То есть деплой осуществлен успешно. И ну, первый индикатор — это, соответственно, отсутствие ошибок в логах, и второй — это успешная синхронизация. То есть, вот. Здесь еще поля во вкладке Details. Это name, ну, который можно поменять, что тоже описание, URL источника кода. Ну, и если есть для этого subgraph какой-нибудь там веб-сайт, то его тоже можно ввести сюда. Вот, это вот категории, их тоже можно, ну, это теги, то есть, к примеру, Чем оно взаимодействует, типа, да? Да, какой именно блокчейн он индексирует, там, например, блокчейн там с NFT-шками, например, там, или там блокчейн там в виде игры какой-нибудь, там, что-нибудь такое. Вот. То есть это называется GameFi. Если какая-нибудь игра запущена на блокчейне, то будет индексироваться и поставлять данные децентрализованно с этой игры, там, о токене, о чем угодно. Да. Вот, ну, здесь список тех же команд, что мы уже прошли. Вот, теперь можно, в принципе, его запаблишить. Нажимаем на кнопку Publish. Так, он спрашивает, куда именно запаблишить, то есть это какую именно сеть. Ну, и он, в принципе, предоставляет две этой сети, Arbitrum Sepolia и Arbitrum One. И при этом рекомендует Arbitrum One. Эту сеть. И здесь он загружает данные из кошелька. Вот. И чтобы
запаблишить. Так. Тут он еще предлагает перейти на Arbitrum One сеть. Так. Угу. И чтобы запаблишить, нужна какая-то сумма для газа на кошельке. Ну да, у нас, ну, типа, у меня, например, есть возвращение там, быть первым для сигнализации на SubGraph, то есть, что ко мне будут приходить лучшие как-то ценники, лучшие, как правильно выразиться, как я даже не знаю. Короче, сигнализировать о том, что я тут существую, я так понимаю, и у меня есть кнопочка о том, чтобы паблиш new SubGraph. Да, Антон, вы можете затранслировать, если есть какой-то вопрос. Просто так на слух оно может быть не очень... Я не на слух, это просто что вот у... Сейчас я демонстрирую. Я думаю, это будет показательно, то, о чем он говорит как раз. Что вот он говорит о том, что у него здесь вот должен быть какой-то баланс, вот у нас вот такой, ну, выбранный, который... Да, и вот у нас есть возможность о том, чтобы сигнализировать о том, что мы есть в этой сети, чтобы к нам приходили наши вопросы, ценники, и вот мы можем на русском языке публиковать, да. сделать свой видимый, да, всей публике децентрализованной. Да, абсолютно верно. Ну вот, он уже проиндексировал кошелек, уже как бы, и кнопка Publish и SubGraph, она теперь уже активна, и можно его запаблишить. Так, он опять вызывает кошелек, чтобы возможно, списать какую-то там определенную сумму, ну, не очень большую, за паблишинг именно. Давайте посмотрим, сколько в долларах эта сумма. То есть обычно это около 1 цента. То есть, а сейчас мы видим, что в графе Estimated Fee... Один чем-то там было. Не-не, вот нам нужна нижняя вот эта графа, то, что Никита открыл MetaMask, где Estimated Fee. Да, и мы видим, что 5 центов всего. То есть это значит, что нагрузка на сеть большая, то есть, и, соответственно, цена за паблишинг поднялась. Обычно это в порядке 2-3 центов. Ну, мы согласны заплатить и 5 центов. Никита, согласен? Да, согласен. Вполне привлекательно. А, у вас 4, да? Да, я дешевле. Да, Да, он определил, что вы пока еще не получили диплом, что вы пока еще студент, не дипломированный, поэтому вам скидка 1 цент. А Никита уже как бы должен платить больше, согласно статусу. Поэтому ему 5 центов. То есть блокчейн, у него такая хорошая интуиция, да? Он знает, чей MetaMask, и поэтому выдвигает соответствующий прайс. То есть, понятно, что это такое, шутка лирическая. То есть не надо это воспринимать всерьез, мало ли что. В общем, MetaMask подтвердил эту транзакцию, и SubGraph запаблишился в сеть Arbitrum One. У меня тут на новом кошельке еще нету ничего, и я не могу... Так, хорошо, Екатерина, тогда я вам сейчас скину, и вы скажете, успешен у вас паблишинг или нет. Тогда 1 минуту. Что вы говорите? Может, мне надо скинуть новый кошелек, потому что наш старый, он заблокирован, получается. Хорошо, скидывайте тогда мне в личку ваш кошелек, и я в течение секунд 10-15 вам скину комиссию, и вы попробуете запаблишить. Мы посмотрим, что получится. Так, вижу ваш кошелек, сейчас сброшу. Никита, тогда мы подождем, пока Екатерина запаблишит. Окей. Пока мы ждем, когда Екатерина запаблишит, мы будем смотреть, насколько у меня подгружается к сети. 40%. Да, давайте посмотрим, почему бы и нет. Так, 40%.
Так, здесь прогресс 40%. Так, у меня глючит MetaMask, поэтому я немного задерживаюсь с комиссией. Сейчас попробую перезагрузить браузер. Так как истинный программист поставил мышку, чтобы смотреть, двигается ли он или нет. Да, Дмитрий, вам как нашему новому участнику я сейчас затранслирую тогда, как осуществляются транзакции в кошельке MetaMask, если он у меня перестанет глючить. Надеюсь на это. Вот, соответственно, мы видим перечень монет. Нативная монета блокчейна Arbitrum – это эфир. Она здесь главная, в ней списываются комиссии. А остальные монеты, как USDT, GRT, это токены, которые мы можем импортировать в кошелек, чтобы видеть их баланс. Соответственно, нажимаем на кнопку Send. Так, она у меня не нажимается почему-то. Ну, такое бывает. Соответственно, сейчас я попробую просто перезагрузить браузер. Потому что что-то странное происходит. Такие глюки возможны. Одним из основных способов фиксинга это просто почистить куки и кэш браузера и перезагрузить его. Должно все заработать. Так, соответственно, пробуем сделать это. Я завидую человеку на балконе. У меня на балконе велосипеды всякие, там рассады. У меня есть вентилятор, но он такой. Кстати, очень полезно, ребята, где-то после 7:30 вот так вот полностью все окна, что есть, открывать, там, ну, чем-нибудь там, чтобы они не закрывались обратно, и чтобы оно до утра охлаждало всю квартиру. И, ну, очень такая прикольная тема. Реально помогает. У меня окошко открыто, но это не помогает. У меня там до окна, ладно, до окна у меня далеко. Ну, соответственно, в данный момент я отправляю Екатерине 10 центов. И вот в прошлый раз сработало до запуска трансляции, сейчас опять не работает. Ну ладно, тогда отправлю без трансляции, опять перезагружу. Никита заботится о вас, о вашей сохранности средств, чтобы никто не узнал, куда вы и как отправляете. Вот. Да, он заботится о том, чтобы они были в целости и сохранности. Никита, давайте тогда, наверное... Так, сейчас тогда просто без трансляции Екатерине отправлю. Потому что с трансляцией, как только включаешь трансляцию, MetaMask не хочет отправлять. Так, ну что ж, будем действовать без трансляции. Так, я пока что повыпендриваюсь. У меня уже целых 54%. Уже победа. Осталось всего-то каких-то 46. Ждем дальше. Так, сейчас у меня MetaMask не загружается вообще. Никита, давайте тогда я вам сброшу адрес Екатерины, попробуйте вы отправить 10 центов на Arbitrum. Я думаю, достаточно. Так. Так, вот я сбросил адрес.
Никита, у меня получилось отправить Екатерине, получается, окей. 12 центов, поэтому сейчас вот транзакция проходит. Мгм. Так, пишет failed почему-то. Не прошло. Никита, попробуйте тогда, может, со своего кошелька. У меня не проходит почему-то. Код ошибки тоже непонятен. Мгм. Пока вы тут разбираетесь, я буду всовывать свои 5 копеек. Вот ради чего я работаю. Так, Вот, конечно. В ETH в эфире. Давайте я еще раз скину. в эфире 39 центов. 30. О, так у вас достаточно. А Екатерине больше 10 центов не надо. То есть попробуйте ей 10 центов отправить. Да. А Екатерина, скиньте тогда еще Антону свой адрес в личку. Эфировский. То пока мы тут все сидели с момента, как вы когда-то нам скидывали всем, чтобы показать, как работает MetaMask, у меня уже кошелек пополнился на 8 центов. Вырос, да? То есть, ну, сейчас же Да. рынок на подъеме. То есть, видите как? У вас положительная динамика криптопортфолио, это называется. То есть, вы грамотный инвестор. Ну вот, уже сколько, всего месяц прошел, а уже грамотно распоряжаюсь средствами. Да, можете Я посчитать, требую повышения. Отправил 10 центов. И я вроде бы тоже отправил. Могу даже хэш-транзакции показать. То есть, Екатерина, вам сейчас должно прийти минимум 22 цента, получается, если у Никиты получилось отправить 10 центов. То есть, Антон, тогда вам не нужно отправлять. Еще раз перезагружу кошелек. Екатерина, проверяйте баланс в секции Arbitrum. То есть, вверху MetaMask у вас должна быть выделена, сейчас покажу, что. Пришло, да? Да. Все, тогда делайте паблиш, можете затранслировать экран, мы с интересом посмотрим. Все, видно экран? Да. Все, теперь можно. Никита, получается, галка это нам не надо же сейчас Нет, пока да. что. Пока не надо, да. Просто паблиш Ньюсом Граф, все. Ну, скорее всего, будет грузить 5 центов еще, уже. потому что, скорее... А вот тут должно Ну, грузиться? Все, Вот, смотрите, Екатерине почему-то он не понимает, что Екатерина студент, и ей подсовывают комиссию в 5 центов. Что-то какой-то глюк сети. Должно уже быть 4. Все, отлично, Екатерина, это успех. Давайте посмотрим на вашу бегущую строчку, засинкался он или нет. Просто вот кликните мышкой на затемненное поле, вот эта боковая панель должна исчезнуть. О, все, отлично, засинкался. И, Никита, насколько я понимаю, да, и у Екатерины тоже все успешно. Да, обновите вот эту страницу. Да, Екатерина, обновите эту страницу, посмотрим на статус.
Да, просто пока что статус это deployed, если обновить. О, все, Arbitrum One теперь. Publish to Arbitrum One. Отлично. Да, да. Так, все, теперь его даже можно найти в списке сабграфов. Их всего там, сейчас посмотрю, сколько и должно быть. Но если в поиске ввести вот его название, то он должен будет отобразиться. Я могу закрывать трансляцию, еще надо. Нет, все хорошо. Сейчас тогда Никита свою трансляцию включит. И мы Как посмотрим. у тебя сразу появилось 100% синхронизации? У меня до сих пор 54. У меня потихоньку... У тебя сразу стало 5 миллионов entity каунта, у меня только 200 тысяч. У меня сразу так было еще до того, до паблиша. Антон, покажите тогда, как у вас это выглядит. Мы с Никитой посмотрим. Нам тоже интересно все эти нюансы. Включите тогда, пожалуйста, ваш экран. То есть вот у меня проходит, я просто потихонечку, я так понимаю, это вся информация в сети, которая находится. Их всего, так я так понимаю, около 5 миллионов, там, 300 тысяч 712, или сколько там, блоков. У меня пока что загружено, я так понимаю, только 200 тысяч из этих 5 миллионов. Обновите страничку. То есть они потихоньку прибавляются. Обновляли страницу? Они в прайм-тайм, только что было 202 тысячи, стало 211 тысяч. Да. Обновите, посмотрим, мало ли что. То есть оно может и глючить, и по-разному работать. Оно вот по-разному работает, оно просто потихоньку догружает. Смотрите, как интересно. Никита, получается, как вы думаете, с чем это может быть связано? Пока что не знаю. Екатерина, покажите свою панель, пожалуйста, еще раз, вот эту. Включите трансляцию. У нее 100%, у нее там 5 миллионов. Видно? Да, видно. 5 миллионов 610 700 тысяч. У нее сразу. У меня до паблиша так было. Хорошо. Ладно, мы еще с Никитой позже обратим на это внимание. Я, как обычно, что-то не так. Ура. Нет, у вас все так. Смотрите, если прогресс идет... Главное, оно двигается. Может, какие-то особенности компьютера, на котором установлен сабграф? Просто интересно, что у Екатерины оно прошло сразу. Хорошо. Никита, у нас получается еще 2 минуты до официального конца воркшопа. Я думаю, можно уже закругляться и какую-то финальную мажорную ноту. Потому что следующее... В качестве финальной ноты это мы посмотрим, где там наши графы. Вот здесь есть такая вкладка Graph Explorer. Выбираем ее, и здесь список из всех сабграфов. И всего их на данный момент 2987. Вот, они тут всякие разные, тут партии Finance, Lido, Ethereum, вот, всякие там ENS, Uniswap, V3, вот. И тут можно в поле Search можно поискать это те сабграфы, которые мы запаблишили. Так, вот я создавал April сабграф, вот он есть. И тут Катя создала это First, да? Да, First. First. Так, тут выбралось много их. Ну вот, кстати, First. Да, вот он. Вот слева мой, кстати говоря. Вот. Справа или слева ваш? Вот, то есть я его вижу, в принципе, тут еще есть кнопки такие query, signal. Вот. Так, и сабграф еще там, еще один там был first, да? Да. Он просто рядом с ним прям находится.
Ага. Так, Graph Explorer. Так, First. Так, вот этот вот, да, First, Да. сам граф. Тут его А, кэш приближается. Кстати, картинку можно поменять, если что, какую-нибудь там свою ставить. Вот. Тут Пепе есть, криптопепис. вы различаете здесь first subgraph. Вот, тут то это есть, прогресс 54%. Он еще индексируется. Вот, тут published, first graph. Так, а это, видимо, это кошелек. Да. Вот. Вот. Так что можно видеть графы и продолжать над ними работать. ну хорошо, поздравляю. Получается, вы уже, можно сказать, такие в начальной стадии подготовки SubGraph-девелоперы. Нам останется изучить именно структуру SubGraph и его код, как его модифицировать, внимательнее изучить данные SubGraph студии, запустить несколько версий SubGraph, задеплоить их, выбирать, и дальше уже смотреть, какие именно данные он забирает из блокчейна, куда поставляет. Там будет именно в Graph студии очень интересные такие есть вкладки, которые прямо в веб-режиме позволяют отслеживать в лайв-режиме поставку данных. Но это уже мы рассмотрим на следующем воркшопе, наверное, или на следующих. И это уже выход на то, чтобы подключать сабграфы к веб-приложениям и осуществлять поставку и экстрагирование данных. И дальше уже можно будет переходить к созданию своих веб-приложений с помощью как что называется, from scratch, с нуля, и также с использованием фреймворков, которые позволят это все делать в ускоренном режиме, не прописывая код с нуля. Вот. И также у нас уже назревает сотрудничество еще с одним заказчиком, именно в области написания смарт-контрактов. Поэтому, если мы договоримся и будет все успешно, также будем вводить новые темы, именно приватные смарт-контракты на блокчейне, которые используются в беттинге, например, ставки, казино, онлайн-покер, также забор данных и их хранение децентрализованное, то есть когда у пользователя полная власть над своими данными. То есть вполне возможно, скоро мы это тоже будем вводить. Там, на самом деле, даже нам с Никитой даже больше нравится. В принципе, очень интересный это такой продукт. И он завязан именно на язык программирования Solidity. Вот, поэтому на сегодня, я думаю, все. Тогда, Никита, вы согласны, что, в принципе, на сегодня хватит? Да, я думаю, что на сегодня хватит. Да, соответственно... Блин, Да. звучит вообще очень классно, на самом деле, реально, что... Мне в целом интересно в покер играть, потому что я игрок в покер такой, типа, мы собирались, все, думаю, собирались в свое время, типа, где-то у кого-то создавали стол из нескольких стульев, там у соседей что-то просили, но стульев не хватало даже. Вот. И как проект такой вообще даже интересно звучит. А вы не играете на Poker Stars? Или вы только офлайн? Нет. Вот. В PokerStars мы создавали один аккаунт когда-то с ребятами, типа, камон, мы что там сидели, там, поскидывались, типа, один закинул, и мы сидели такой, по очереди передавали когда-то, но этот аккаунт уже утерян. Вот, мы с нашими партнерами из Oasis Network собираемся убить PokerStars. Это просто такая затравочка. Наша финальная цель. Я хочу в этом участвовать. Это на самом деле громко звучит пока. То есть, технология, она создана сама буквально пару лет назад. То есть это очень амбициозная задача, но с помощью нее мы тоже собираемся им в этом помогать.
Вот, поэтому, ребята, всем спасибо за участие. Надеюсь, что было интересно. Скоро будут анонсы о следующих воркшопах. Будем стараться делать чаще. Вот. И первые воркшопы по технологии Oasis тогда будут, я думаю, офлайновые. Попробуем провести на офисе, либо в библиотеке. Я думаю, оптимальный вариант. Потому что там тоже, чтобы разобраться, это все нужно показывать лучше вживую. Ну, так, въехать предварительно вообще, что это такое. Потому что там, ну, архитектура именно их продукта, их экосистемы достаточно, можно сказать, запутанная. То есть есть 2 слоя, используются целых 4 блокчейна в одном продукте. Поэтому на сегодня тогда все. Всем спасибо за участие, хорошего вечера и будут анонсы. Тогда успехов. Пока. Всем пока. So here